Добрый вечер. В студии Тимур Бекмурзин. Время реальной экономики. Знаменитый американский промышленник, один из первых долларовых миллиардеров, Пол Гетти, как-то сформулировал свою формулу успеха. И звучит она так: «Вставай раньше, работай больше и качай нефть». Не знаю, как насчет вставать рано, а тем более много и усердно работать, но вот качать нефть и еще добывать газ – это точно про Россию. Если кто не в курсе, по итогам 2018 года в России было добыто более 555 миллионов тонн нефти и газового конденсата, что на 1,6% выше, чем годом ранее. Основной объем национальной нефтедобычи, более 85%, по-прежнему формируется крупнейшими вертикально интегрированными компаниями. Больше всех добыла Роснефть – более 194 миллионов тонн. Далее в гонке за лидером идут Лукойл – более 82 миллионов тонн. Сургутнефтегаз – почти 61 миллион тонн. Газпромнефть – почти 40 миллионов тонн. Татнефть – почти 30 миллионов тонн. Башнефть – 18,9 миллионов тонн. Славнефть – 13,8 миллионов тонн. Новотек – 7,6 миллионов тонн. Экспорт нефти из России в 2018 году составил более 257 миллионов тонн, что на 0,3% больше уровня 2017 года. Экспорт в дальнее зарубежье в 2018 году достиг почти 240 миллионов тонн, рост на те же 0,3%. В ближнее зарубежье 18 миллионов тонн, снижение на 0,2%. Транзит нефти в ушедшем году сократился на 5,5% до 18,5 миллионов тонн. Поставки нефти на внутренний рынок в 2018 году составили более 291 миллиона тонн, что на 1,7% больше, чем годом ранее. В декабре поставки на внутренний рынок увеличились на 1,4% до 25,5 миллиона тонн. Теперь важный показатель. Обратите внимание, можем ли мы считать, что мы уже научились не только добывать, но и перерабатывать черное золото внутри страны. Судите сами. Напоминаю, добыли мы в 2018 году более 555 миллионов тонн нефти, а переработали на собственных предприятиях почти 287 миллионов, то есть больше половины, и это на 2,5% больше, чем в 2017 году. Но даже для неспециалиста очевидно, что по переработке мы отстаем. Или если посмотреть на проблему с другой, более оптимистичной точки зрения, здесь у нас имеется огромный резерв для роста. Что мы производим из нефтепродуктов? Производство бензина в России выросло в 2018 году на 0,6% и составило 39,46 миллионов тонн. Выпуск дизельного топлива тоже пошел в небольшой рост и составил 77,5 миллиона тонн, что на 0,9% выше, чем год назад. А вот мазута стали выпускать меньше, на 9,4%, до 46,4 миллионов тонн. Развитие нефтепереработки как стратегической для страны отрасли – очень правильный и твердый шаг в направлении ухода от сырьевой зависимости. Татарстан в этом плане показательный пример. Отрасль в республике, можно сказать, создали с нуля. Как результат, когда-то типичный нефтяной регион, сохранив уровень добычи, большую часть сырья уже перерабатывает на собственных заводах. В цифрах это выглядит так. Из 36 миллионов тонн добываемой нефти в год, а это Татнефть плюс малые нефтяные компании, больше 20 миллионов тонн Татарстан перерабатывает самостоятельно. Таиф НК, один из лидеров татарстанской нефтепереработки, сегодня снова в центре нашего внимания. Смотрите в этом выпуске. Таиф НК. Как создавалась история успеха? Все подробности. Что сегодня производит на предприятии? Номенклатура и качество продукции Таиф НК. Специалисты расскажут. Интересные факты из истории переработки нефти в топливо. Рубрика «Большой вопрос».
Модернизация как главный фактор развития. Таиф НК вчера, сегодня, завтра. Как развивается нефтепереработка в Татарстане и какие новые открытия нас ждут впереди. Все расскажем. Как и с чего все начиналось в Татарстане в плане нефтепереработки, вспомнить будет интересно и весьма полезно. Потому что это был далеко не легкий и быстрый путь к успеху, а скорее трудная и тернистая история становления и преодоления. Отрасль далеко не в одночасье превратилась в стратегическую для Татарстана. Отчасти решение о необходимости строить и развивать собственные мощности по нефтепереработке было вынужденным. В конце 90-х республика находилась перед сложным выбором. Запасы легкой дивонской нефти, десятилетиями кормившие всю страну, таяли. И хотя добычу сырья Татарстан и тогда держал на стабильно высоком уровне, баланс менялся в невыгодную для нас сторону тяжелой высокосернистой нефти. И тогда вопрос встал сам собой. Что делать дальше? Оставаться примитивным поставщиком сырьевых ресурсов на зарубежные рынки, что с каждым годом становилось менее выгодным, или что-то решать созданием собственной нефтепереработки. Решение созрело в 1997 году. Специалисты ТАИФ взялись воплотить в реальность идею строительства полноценного НПЗ. Первой основой для этого стала установка первичной переработки нефти ЛОА ВТ-7, которую ТАИФ тогда взял в аренду у Нижнекамскнефтехима. Даже в условиях экономического кризиса конца 90-х, часто неблагоприятную конъюнктуру цен на сырье, ТАИФ не только сумел выйти на приемлемые показатели рентабельности производства, но и поддержал татарстанских аграриев, поставляя им продукты нефтепереработки по ценам значительно ниже рыночных. В середине нулевых ТАИФ продолжил курс на дальнейшую модернизацию НПЗ. Следом началось строительство новых 2 крупнотоннажных производств. Установки по производству бензинов и установки по переработке газового конденсата. Сегодня ТАИФ НК – это развитый, мощный комплекс нефтеперерабатывающих предприятий, в состав которого входит сразу несколько заводов. НПЗ, завод бензинов. К официальному запуску готовится масштабный проект. Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков с глубиной переработки на уровне 98,6. Быть успешным иногда гораздо труднее и сложнее, чем просто быть старательным, усердным, работоспособным. Есть обстоятельства, в том числе внешние, не учитывать которые нельзя и даже опасно. За последние 5 лет на российский ТЭК обрушилась целая волна вызовов. Конъюнктурных, геополитических, технологических и регуляторных. И будем справедливы и объективны, отечественный нефтегаз все испытания выдержал стоически. Было непросто. Достаточно вспомнить почти двукратное падение цен на нефть с конца 2014 года и последовавшую за этим девальвацию рубля. В этих условиях было подписано беспрецедентное соглашение стран ОПЕК и независимых производителей по сокращению добычи. Оно сбалансировало мировой рынок и привело к росту нефтяных котировок до относительно комфортных 60-70 долларов за баррель. В среднесрочной перспективе сделка сыграла положительную роль для российской экономики. Однако в будущем на ее эффективность будет влиять не только наращивание производства сланцевой нефти в США, но и замедление темпов роста спроса на углеводороды. Другой серьезный вызов для российского ТЭК – влияние финансовых и технологических санкций. Правительство отреагировало достаточно оперативно. Были приняты решения по стимулированию импортозамещения, направленные на развитие отечественных технологий разведки, добычи и переработки нефти, а также на разработку отечественного программного обеспечения. Впрочем, есть и другие риски. Сегодня отрасль живет в период активных изменений как на внешнем контуре, так и внутри России. Ухудшение ценовой конъюнктуры обнажило проблему несбалансированного механизма таможенных пошлин, а именно зависимости субсидий нефтепереработчикам от нефтяных котировок. На фоне падения цен и маржи НПЗ государство инициировало проведение налоговых маневров, заключавшихся в снижении таможенных пошлин на нефтепродукты и компенсирующем росте налога на добычу полезных ископаемых. Идеологически все было сделано верно, но к практической реализации маневра есть масса вопросов.
В частности, осталась зависимость субсидий от цен на нефть. Отсутствуют стимулы для инвестиций в производство бензина. Сегодня многие эксперты заявляют, что развитие нефтеперерабатывающих производств в России идет не благодаря, а вопреки поддержке со стороны государства. Показательный пример – так называемый налоговый маневр правительства страны. Первоначально логика его была в том, чтобы снизить экспортные пошлины на нефть, а налог на добычу полезных ископаемых, напротив, адекватно поднять. Подразумевалось, что для отечественных нефтяных компаний это станет стимулом заняться модернизацией своих НПЗ, с учетом того, что акцизы на нефтепродукты будут постепенно снижаться. В итоге все получилось с точностью да наоборот. В результате такого маневра цена нефти на внутреннем рынке резко повысилась, что для всей нефтеперерабатывающей отрасли в России стало болезненным ударом. И если нефтяные компании еще могли частично компенсировать эти непродуманные решения ростом экспорта нефти для НПЗ, работающих на покупном сырье, положение дел стало совсем критическим. Фактически их поставили на грань выживания. В сложном положении оказалась и компания ТФНК, которая мало того, что вынуждена покупать нефть по завышенной цене, так еще сырье это более низкого качества, чем у других российских нефтепереработчиков. А вот АФНК работает в условиях опережающих темпов роста на сырье в сравнении с ценами на товарную продукцию. В то время как цены на сырье к уровню 1998 года выросли в 63 раза, цены на продукцию увеличились лишь в 55 раз. Данная ситуация началась с 2012 года и продолжается до настоящего времени. Инвестиции в модернизацию действующих и строительство новых производств, увеличивающих отбор светлых нефтепродуктов из углеводородного сырья, расширение ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью позволяют АО «ТФНК» компенсировать негативное влияние от непропорционального роста цен на покупное сырье и выпускаемую товарную продукцию. С учетом всех этих реалий задача для группы ТАИФ сейчас достаточно сложна, но выполнима. Нужно не только сохранить действующие позиции на рынке, а существенно нарастить объемы производства, увеличить его эффективность. Я считаю, что в Татарстане есть огромный нереализованный инвестиционный потенциал в части переработки газового сырья. То есть если в переработке жидкого сырья, в нафте Татарстан уже на передовых позициях в Российской Федерации находится, там практически 2 миллиона тонн переработки, то в части газового сырья есть огромный нереализованный потенциал. Это в первую очередь титан, ну и во вторую очередь, конечно, это сжиженные углеводородные газы. И мы должны с точки зрения государства создать такие условия, чтобы этот инвестиционный потенциал в Татарстане был реализован. Сейчас в состав ТФНК входит 3 производственных площадки: нефтеперерабатывающий завод, завод бензинов и комплекс глубокой переработки нефти. Проектная мощность производства АО «ТФНК» по переработке сырья на сегодняшний день составляет 8,3 миллиона тонн в год, в том числе 7,3 миллиона тонн в год нефти и 1 миллион тонн газового конденсата. На внутренний рынок и на экспорт уходит из Нижнекамска дизельное топливо Евро-5, 92 и 95 бензины, керосин технический и реактивное топливо. Более 25 наименований нефтепродуктов выпускает компания сегодня. Часть продукции – прямогонный бензин, сжиженные углеводородные газы в качестве сырья для производства нефтехимических продуктов уходит на Нижнекамск нефтехим. А такие продукты, как авиационный керосин, вакуумный газоль, остаются для переработки внутри ТФНК. Из них на предприятии производятся автомобильные бензины и дизельное топливо. На сегодняшний день глубина переработки нефтяного сырья составляет 74,6%. Вместе с тем компания, следуя общеотраслевой политике, стремится повышать глубину переработки. С этой целью на ТФНК реализуется крупномасштабный стратегический инвестиционный проект – комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. Как мы уже отмечали, сегодня в нашей стране производится около 40 миллионов тонн бензина и свыше 77 миллионов тонн дизельного топлива в год. Стоит отметить, что с 1 июля 2016 года Россия перешла на моторное топливо не ниже экологического 5 класса или Евро-5. Этот экологический стандарт задает требования к токсичности выбрасываемых в воздух веществ и утверждает их нормы по содержанию в выхлопных газах. Об этом, а также другие интересные факты из истории переработки нефти в топливо узнаем из нашей рубрики «Большой вопрос». Что
Что было изобретено раньше? Автомобиль или то, без чего он не поедет – бензин. Как ни странно, бензин появился раньше машин. Собственно, его и не изобретали. В XIX веке он был известен как побочный продукт добывания керосина из нефти и продавался в аптеке как антисептическое средство. А вот когда появился двигатель внутреннего сгорания, бензин стал одним из главных продуктов нефтепереработки. В конце XIX века немецким инженером Рудольфом Дизелем был создан и запатентован двигатель, который впоследствии стали называть по имени автора. По мере распространения дизельных двигателей на первый план стало выходить дизельное топливо, благодаря более высокому КПД. Век 20 добавил новые требования к средствам передвижения и топливу. Проблемы экологии во всем мире начали обсуждать более остро. Этой теме стало уделяться больше внимания. Начиная с 90-х годов в Европе ввели специальные стандарты для того, чтобы ограничить выбросы бензиновых и дизельных двигателей в атмосферу. Основной документ, регламентирующий требования к моторным топливам, у нас в России это технический регламент Таможенного союза, который регламентирует показатели моторного топлива, и соблюдение которых обязательными являются. Впервые экологический стандарт Евро-1 был введен в 1992 году. Он призван регулировать содержание вредных веществ в выхлопных газах транспортных средств. Аналогичные нормы приняты и в отношении качества моторных топлив, автомобильного бензина и дизельного топлива. С каждым годом требования к топливу и критерии, которым оно должно соответствовать, ужесточались. И касается это как мирового автопрома, так и нефтеперерабатывающей отрасли. Сегодня они должны доводить уровень своих производств и качество продукции до действующих стандартов, регламентирующих прежде всего содержание серы и ароматических углеводородов. Евро-3 – это 350 миллиграмм на литр, или 0,35%. Нормы Евро-4 требуют уже 50 миллиграммов на литр, это 0,005% содержания серы в нефтепродуктах. Нормы Евро-5 требуют 10 миллиграмм на литр содержания серы. Они даже именуются в нормативной документации как нефтепродукты, не содержащие серы. Это 0,001%. Вторым важным моментом является ограничение по содержанию ароматических углеводородов. Для нормы Евро-5 они не должны превышать 35% объема для автомобильных бензинов и не более 8% для дизельного топлива. С 1 июля 2016 года Россия перешла на моторное топливо не ниже экологического 5 класса. Более 3 лет страна производит и заправляется бензином и дизельным топливом стандарта Евро-5. Соответственно, меняется и производство. Так, например, ТАИФ НК, татарстанский производитель моторных топлив, разработал целый ряд технических мероприятий. В 2016 году завершился очередной этап реконструкции. Была построена установка селективной гидроочистки компонентов автомобильного бензина по технологии Axens. С сентября 2016 года весь бензин, выпускаемый ТАИФ НК, соответствует нормам Евро-5. Дизельное топливо, которое по первоначальному проекту выпускалось в соответствии со вторым экологическим классом, на данный момент также соответствует стандарту Евро-5. Фактически не содержит серы и в значительных количествах продается в Европу, где пользуется большим спросом. К слову, сейчас в целом по Европе доля автомобилей с дизельными двигателями достигает 55%. В Великобритании, например, 50% новых машин оснащаются дизельными моторами. В Испании и Франции этот показатель еще выше – за 70%. Это два совершенно разных топлива. Просто может быть более экономичные дизели, более мощные двигатели с дизелем, более надежно работают. То есть ведь дизель работает от сжатия, а бензин работает, автомобильный бензин, от воспламенения. То есть, как его дизель сжали, он воспламеняется. У них совершенно принцип другой работы. Поэтому, наверное, и двигатели у них разные. Двигатель для бензиновых топлив и двигатель для дизельных топлив. Но я считаю, что здесь, наверное, более экономично, более мощнее двигатели, более преемственности, в этом отношении. Однако аналитики предвещают скорый спад интереса к дизелю. Доминирование дизельного топлива в Европе продлится не дольше 2020 года, считают специалисты автоиндустрии. Среди причин тому постоянное ужесточение норм ЕС, регулирующих выбросы парниковых газов и рост цен на дизельное топливо. Между тем, значение евростандартов и их влияние на экологию поистине огромно. Цифры и факты говорят сами за себя. Начиная с момента их введения в 1992 году, количество выбросов в атмосферу в Европе удалось сократить на 28%.
Не прекращать движение. Группа компаний «Таиф» следует этому девизу неукоснительно. И как результат, поступательный рост в компаниях группы «Таиф» происходит несмотря на объективные трудности и не всегда благоприятную ценовую конъюнктуру. О чем это говорит? Прежде всего о правильности выбранной стратегии, эффективности инвестиций, в том числе в строительство и наращивание производственных мощностей. А кроме того, это еще одно свидетельство значительного запаса прочности группы «Таиф», который был сформирован за годы ее развития. Успешная реализация проектов позволяет одному из ключевых предприятий группы компаний «Таиф НК» укреплять свои позиции на рынке нефтепродуктов в России, а также осваивать выпуск новой, востребованной продукции. Все это позволяет «Таиф НК» повышать качество своей продукции и, соответственно, расширять рынки сбыта. Таиф НК по праву считается одним из крупнейших участников нефтеперерабатывающего сектора нефтегазохимического комплекса Татарстана. Высоких показателей Таиф НК достигает во многом благодаря успешной реализации ряда проектов и мероприятий, направленных на выпуск высококачественных и конкурентоспособных нефтепродуктов. На протяжении всей своей деятельности компания активно вкладывает средства в модернизацию и развитие собственного производства. На нефтеперерабатывающем заводе реконструкции коснулись установка гидроочистки дизельного топлива с сопутствующими установками. Это производство водорода и серы. Кроме улучшения качества дизельного топлива, мы увеличивали там еще и мощность практически в 1,5 раза. Очень были интересные проекты, шли они в несколько этапов. Первоначально мощность по дизельному топливу Таиф НК составляла 1,5 миллиона тонн. На данный момент она составляет 2 миллиона 300 тысяч тонн. Таиф НК является лидером в области охраны окружающей среды. Одним из первых в России Нижнекамский нефтепереработчик реализовал проект реконструкции локальных очистных сооружений с созданием замкнутого водооборотного цикла. Это позволило создать замкнутый водооборотный цикл, при котором степень очистки промышленных сточных вод составляет практически 100%. Очищенная вода вновь используется в технологических процессах КГПТО и НПЗ. Забор и сброс воды в реку Кама полностью прекращен. Реконструкция локальных очистных сооружений, она назрела уже давно, потому что они были введены в эксплуатацию еще в середине практически прошлого века. Поэтому в рамках реализации комплекса глубокой переработки остатков мы его заложили и начали реализацию именно реконструкции 9-го цеха нефтеперерабатывающего завода. А самым масштабным проектом, который реализует Таиф НК в последние несколько лет, является строительство комплекса глубокой переработки тяжелых остатков, или КГПТО. 5 лет проектирования и строительно-монтажных работ, крупные вложения, большое количество уникального оборудования. Все это складывается в историю создания этого амбициозного проекта, одного из приоритетных в стране. Многие эксперты считают его моделью будущего мировой нефтепереработки. Проект позволит перерабатывать мазут в светлые, экологически чистые нефтепродукты. Прямогонный бензин, керосин, дизельное топливо. Вообще такого проекта нет. 95% светлых нефтепродуктов. Здесь появится практически такой же объем, даже больше светлых нефтепродуктов, которые мы сегодня имеем. Системная, кропотливая работа группы компаний «Таиф», которая шаг за шагом решает эти задачи. Сейчас комплекс находится в стадии пусконаладочных работ, но уже производит первую продукцию. Перерабатывает вакуумный газоиль и делает бензин для нефтехимической промышленности, дизельное топливо для поставок на внутренний рынок и на экспорт. Полный запуск КГПТО позволит достичь глубины переработки нефти на Таиф НК до 98,6%. На данный момент проект полностью реализован. Он выпускает товарную продукцию, в частности дизельное топливо, нафту, которое мы уже поставляем на экспорт и внутренний рынок Российской Федерации, в Республику Татарстан в том числе. И прямогонный бензин, который там производится, также идет на Нижнекамский нефтехим для производства этилена и каучука.
Модернизируя свои производства, АО «ТФНК» достигает важнейших целей, внедряет новейшие технологии и увеличивает промышленную безопасность, повышает энергоэффективность и увеличивает объемы выпуска востребованных продуктов. В 2018 году АО «ТФНК» выпущено товарной продукции на сумму 225,2 миллиарда рублей. Реализовано продукции почти на 228 миллиардов рублей. На экспорт ушло более 57% продукции. В стоимостном выражении эта доля составляет 55,5%. Два основных направления, два основных рынка сбыта – это экспорт и внутренний рынок. Естественно, мы отдаем приоритету поставки на внутренний рынок. Это внутренний рынок Республики Татарстан, внутренний рынок Российской Федерации. Экспортные рынки можно поделить на рынки стран ЕС и стран СНГ. Дизельное топливо Евро-5 на сегодняшний день является одним из самых востребованных у покупателя продуктов ТФНК. Оно поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт. Основным экспортным рынком сбыта является Германия. Основной рынок сбыта для нашего дизельного топлива – это Германия и европейские немецкие порты, Гамбург. Последние переговоры, да, они буквально вчера были, но это казахская компания приезжала. Это рынок стран СНГ, и пойдет дизельное топливо зимнее Евро-5 на рынок Республики Казахстан. 92-й и 95-й бензины, технический керосин и реактивное топливо. Всего в перечне поставляемой ТФНК продукции несколько десятков позиций. Стоит отметить, что ее высокое качество отмечено не только потребителями, но и экспертами. Разные виды продукции компании были отмечены на престижных выставках и становились победителями значимых конкурсов, таких как 100 лучших товаров России и 100 лучших товаров Татарстана. Это все на сегодня. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век». До свидания.